Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Исследовать вот этот район, и, слава богу, наши результаты увенчались неплохими как бы открытиями. Можно? Вот, пожалуйста, здесь на карте те памятники, которые нам удалось пока предварительно идентифицировать. Идентифицировать как городские поселения городского типа. Мальвина Станиславовна сейчас работает у нас в Сухарево. Талкиш, комплекс Талкиш, да, нет, не Талкиш, Турминский комплекс. И у нас планы, в этом году очень хорошие планы, начать исследовать вот старошишминские и ачинские комплексы на предмет определения их материальной культуры. Давай начнем с Старошишминского. Ну, Старошишминский комплекс, вот Старошишминск на берегу реки Шишма. Город находится чуть юго-западнее, археологический город. Сейчас поверхность зарос молодым лесом, но материал из этого комплекса, он очень интересный. Это не только эти материалы. Можно вот побольше? Это бутыроль, знаменитый бутыроль. Мы уже показывали и специалистам. Я уже сегодня сказал, то таких бутыролей на территории нынешнего Татарстана обнаружено 4. Бутыроль — это конец ножны меча. Чтоб не протыкал, в конце есть такое массивное металлическое навершие, которое держит конус ножен. Но это не просто бутыроль. Да, русский бутыроль. Вот он. Это с русского меча. Это 12 век. Вот видите, орнамент какой специфический, переплетенные, ну, как бы виноградная лоза, мы говорим, или переплетенные ивы. И вернитесь, пожалуйста, тот бутыроль. Это состав этого бутыроля совершенно другой. Это мышековистая бронза. У нас в данный период на территории Восточной Европы мышековистую бронзу уже никто не делает. Это когда-то его делали на Кавказе, когда-то делали на Балканах, а в Средневековье его делают только в Скандинавии. Он и весом, и светом, и сохранностью резко отличается от русской бутыроли, древнерусской бутыроли. И вот этот сюжет, он у нас очень такой специфический. Это, ну, мы видим там змею. Это сын Локи, да? По скандинавской мифологии, если посмотреть, змееподобный сын Локи, как его по-разному называют. Кто-то его называет Йормунгант, да, кто-то называет Мидгарсорм. Да, это то существо, которое выйдет в день Рагнарёк, то есть конец света, и убьет Тора, главного сына Одина, то есть старшего сына Одина. Тора убьет, но и сам погибнет. И мир на этом закончится. Вот эта змея, и на той стороне вот такой же орнамент. Но некоторые студенты видят в этом изображении мировое дерево. Знаменитый вот Игдрасиль. Есть такое у них мировое дерево, да, которое держит мир. Игдрасили, по которому боги спускаются иногда на землю. С Асгарда, скажем так. Следующий. Вот, но эта вещь датируется 9, может быть, первой половины X веков. Это достаточно архаичная вещь. И он обнаруживается достаточно восточнее центральных районов. Вот такая вещь была обнаружена в Беляре, один такой же бутыроль скандинавский, но он попроще был. У нас более интересный. Но мы сейчас предполагаем в комплексе других находок, что на устье реки Шишма была какая-то стоянка торговцев, скандинавов, о которых в свое время писал
Алмуж, Алмуж говорю, Ибн Фатлан. Ибн Фатлан, да, в рассказе «Однажды я видел руссов». «Однажды я видел руссов» и описывает вот эта знаменитая картина «Похороны Руса», да, где Руса, купца, сжигают в его корабле вместе с наложницей и с огромным количеством жертвенных животных. Такая же стоянка могла быть здесь. Могла быть здесь, потому что с конца X века Прикамье активно включается в международную торговлю и начинает уже, то есть становится известным как Камский пушной путь. Камский пушной путь. Подтверждение этому наша находка на берегу реки Тойма сосуда салтовского типа, болгарский сосуд салтовского типа, цельный. Он сейчас хранится в Музее археологии ЕГПУ. Ой, ЕИКФУ. ЕИКФУ. Я по привычке уже. Это у нас Елантово. Посмотрите, материалы очень интересные. Дальше. Это у нас Ачи. Очень просто сейчас считаем дни, когда наступит у нас возможность выехать на разведку Ачи. Посмотрите, подвеска. Просто прелесть эта подвеска. Это Роданово. Родановская культура — это Верхнее Прикамье, XII век. Четкая есть дата, достаточно узкая есть дата, такие тремя висящими подвесками. Дальше. Ну, Турменский комплекс. Вот эти вещи, они тоже верхнекамские. Они связаны с пермским населением. Это предки нынешних компермяков и, может, в какой-то мере комизырян. Они принесли нам вот эта подвеска, эти подвески. То есть и этот памятник, он домонгольский. Опять-таки, пермское население начало прибывать сюда в XII веке. У нас, вот, например, в Раскопе в районе Покровской церкви 60% посуды — пермская посуда. В огороде Елизовых, да, в огороде Елизовых мы в 2001 году скрыли могильник, там 4 человека, тоже пермяки. Вот с этим же материалом. Ну, там она более ранняя, более ранняя. А здесь все-таки это конец XII века. Понять невозможно, почему они пришли. То есть миграция населения происходила в Средневековье в двух случаях. Когда создается государство, он как пылесос засасывает, и когда крушится государство, когда крушится империя, все стараются быстрее убежать от эпицентра этих событий на окраины. Вот тогда миграция происходит. А в XII веке какой катаклизм был? Ничего такого нет. Монголов еще нет. С Русью отношения у нас на западной границе или на Волге. И то они такие спорадические. А почему верхнекамское население к нам прибыло? Причем прибыла она не единично, как мы раньше читали, только вот Алабуга, может быть, чуть-чуть есть Кирменях, и все на этом. И памятники, и там присутствует верхнепермское население. Пермяки очень рады этому. Мы вот во время Камского пути показывали эти материалы, они этому очень рады. Говорят, во, мы и там есть, у вас тоже есть. Пожалуйста. Это у нас Яроклов, но памятник абсолютно не исследован. Золоченый перстень и тоже пермская подвеска или финно-угорская, скажем. Дальше. Ну, вот и Соболекова, это уже близко. И мы сейчас подходим все ближе и ближе к нам. На той стороне Камы. Мы всегда считали Нижнекамск, ну, настолько такой современный город, да, ведь нам казалось, что и население там начало жить вот с строительством вот этих химзаводов. Нет. До этого у нас были тоже сведения, что много сейчас находят и на Красной Поляне. Красная Поляна же там Красный Ключ. В Красном Ключе находили и наконечники стрел, и какие-то браслеты находили, перстни находили. Но мы на это старались не обращать внимания, потому что частенько иногда то есть дезинформация приходит. Но это кистень из Соболекова. Это кистень из Соболекова. Вот Соболекова. Соболекова, кистень, это достаточно редкий предмет вооружения. Это бронзовый кистень, достаточно тяжелый. Там Кубрат здесь
Губрат сколько грамм? 240 граммов, да? 240 граммов, то есть с такой кинетической энергией, она направлена на разбивание не только щитов, но и пробивание доспехов, пробивание пластичных доспехов. Серьезный предмет вооружения, и он за речкой. За речкой. Постепенно мы приходим к тому, что перед нами остается вот последний рубеж, это набережные Челны, если можно. Вот набережные Челны. Средневековье набережных Челнов, оно есть, она присутствует. Она присутствует. Нам очень, мы очень рады тому, что внесли свою лепту изучения этого нашего второго по значимости города республики. Еще в 97 году наши археологи, я участвовали, помогали челнинским краеведам организовать такие рекогносцировочные раскопки. Мы работали по всему городу, начиная от Боровецкого леса, Орловкой, где у нас Орловка, вот она Орловка, Боровецкий лес, но в основном остановились на Элеваторной горе. Тогда еще была возможность вскрыть скопами, она еще, Элеваторная гора, не так активно была застроена, и нам удалось действительно найти средневековые находки, ведь осторожности говорили, что, наверное, на Элеваторной горе есть материалы зоотардынского времени, потому что она совпадала с общей концепцией, что данная территория начала колонизироваться болгарами только в зоотардынский период. А мы нашли до монгольского облика вещи, до монгольского облика оловянистой бронзы гирьку торговую, пломбу торговую и сплошным лощением такого ярко-красного оттенков болгарскую керамику. Единственное, что нас беспокоило, мы не могли найти толченую раковину керамику, лепную толченую раковину керамику, которая у нас на городище просто море. 70% средневековой керамики в Елабужском городище как раз уральская, толченая, раковинная, лепная керамика составляет. То есть то, что мы говорим, угорская керамика, керамика постпетрогром. А здесь вот нет. Если его нет, значит спорно, домонгольская или зоотардынская. Но потом в 2008 году еще раз провели исследования, материалы подтвердились, причем и Казанской эпохи, и зоотардынской эпохи, кашинная посуда, такая иранского производства посуда, и до монгольского облика. Там и Джукетау керамика, и болгарская керамика. Но вместе с нами тогда работал Евгений Петрович Казаков, о котором я рассказывал. И они работали здесь, ниже, вот за Макдональдсом. За Макдональдсом, там на берегу речки Челнинки, и они там исследовали селище. Очень интересное селище, и там обнаружили просто большую часть сохранившегося болгарского сосуда. Вы видели, как радовался Евгений Петрович, как мальчишка бегал: посмотри, что я нашел. Они там несколько человек копали. Мы, конечно, обзавидовались такой находке, но после нас работал Наиль Набиуллин, Наиль Гатиатулович, и они вот в конце-то концов нашли вот на селище раковинного теста посуду. То есть это говорит о том, что подтвержденно, что это селище функционировало уже с XII века. Тут никаких... Потому что этой керамики в XIII веке уже нет, особенно на нашей зоне. Она может быть в XII, XI, во второй половине X века. Появляется в середине X века у нас эта керамика. И они там нашли. И они там нашли эту посуду, но об этом мы узнали, к сожалению, достаточно поздно. Это домонгол. Это домонгольский период. Следующий. Это зоотардынский период. Посмотрите, сколько памятников сразу. Зоотардынский период. Действительно, зоотардынский период на территории набережных Челнов население увеличивается. Там сразу целый ряд таких сельского типа поселений возникает. И Орловское селище, и на Боровецком лесу селище возникает. Следующий. А вот казанский период, к сожалению, по сути, один памятник. Один памятник, который челнинцам
известен как Ногайский городок. Или то же самое, что мы говорим, Элеваторная гора. Элеваторная гора, Ногайский городок, он зафиксирован в источниках, как Ногайский городок, Ногайский вал. К сожалению, нет селищ. Но надо учитывать, а что у нас в Елабуге много? В Алабуге или в Елабуге, скажите, как хотите. Казанского периода памятников. У нас тоже их, по сути, нет. Есть небольшие слои, которых мы говорим, да, казанского периода. Почему? Потому что там казанского облика керамики в районе Покровской. Есть несколько фрагментов возле Никольской церкви. И есть несколько фрагментов у нас на улице Чапаева. Там, по сути, отдельное поселение было. Все. Такого, как до монгольского периода, пласты у нас в казанском периоде тоже нет. И это повсеместно на территории Татарстана. Мы не знаем, не можем это определить, чем это связано. Такое, чисто статистически получается резкое уменьшение населения в казанский период, получается. Именно в 15-м, первой половине 16 веков. Можно? Вот, пожалуйста, старая карта Элеваторной горы. И 2 улицах, на улице Красногорская, на улице Проломная, мы получили очень интересные материалы. К сожалению, есть у нас, конечно, надежда, что нам удастся где-то провести там в огородах, в садах или где-то там в каких-то пустых... Там пустых мест уже нет. Там уже коттеджный поселок, 3-этажными домами, совершенно привозной грунт или срезанный грунт, привозной грунт. Все уже покрыто плетняком, но мечта все равно остается, что нам удастся на нужных нам территориях вскрыть, посмотреть. Мы же вскрыли Елизовскую сад-огород, нашли там костяки, памятник целый нашли. Что касается истории, вот археологической истории, говорю, именно той истории, которую мы восстанавливаем с помощью раскопок, она просматривается и по домонгольскому периоду, по золотоордынскому периоду, хуже по казанскому периоду, и мы уже с середины второй половины XVI века уже фиксируем письменные источники, это русские письменные источники, которые говорят о использовании вот этих земель, устья реки Мелекески и устья реки Челнинки, татарами, местными татарами или татарами окрестных сел. Это так называемые ясашные документы. Из деревни Менгер есть и из деревни Ошня. В целом, если быть весьма кратко, поверхностно, вот как-то так. Free audio post-production by alphonic.com